А вообще регуляторные песочницы являются четкой глобальной тенденцией последних лет. Регуляторная песочница сама по себе представляет собой специальный правовой режим регулирования, проработки и пилотирования решений, в том числе регуляторных, для определения наиболее эффективной модели взаимодействия и построения бизнес-процессов в какой-либо новой, новейшей сфере. Если основываться на опыте финтех-сектора, который отличается прогрессивным и опережающим регулированием, где, к примеру, апробируется использование технологий блокчейн, искусственного интеллекта, платежных систем и цифровых валют, многие страны уже начали применять практику таких специальных режимов для тех инновационных услуг и продуктов, которые выходят за рамки уже существующего регулирования. Предоставляя тестовую среду для регуляторов с более предсказуемым уровнем контроля рисков для участников рынка, экспериментальные регулятивные режимы стали использоваться, так сказать, для обкатки различных новых решений в регулируемых отраслях. Опыт других стран, которые уже применяют экспериментальные правовые режимы в цифровой среде, он свидетельствует о продолжающемся распространении регулятивных песочниц. К примеру, за период с 2016 по 2020 год только по направлению финтех было объявлено о запуске 73 различных инициатив в 57 странах мира. При этом регулятивные режимы экспериментального характера могут иметь целью не только подготовку или улучшение регулятивных рамок, но и саму разработку самих продуктов и услуг новых рыночных сегментов. То есть так называемые песочницы также начали применяться точечно для решения узких задач, как, например, в Великобритании. То есть в Великобритании для применения цифровой идентификации при подтверждении возраста покупателя алкогольной продукции. В целом, экспериментальные правовые режимы применяются в сфере инновационной деятельности в том случае, если общее регулирование соответствующей сферы отсутствует или порождает в осуществлении инновационных проектов препятствия, которые могут создать угрозу их реализации. Соответственно, регуляторная песочница прежде всего позволяет восполнить с учетом потребностей быстро развивающейся цифровой экономики нормативно-правовое регулирование, которое зачастую отстает от инновационной сферы. И кроме того, регулятивная песочница, она позволяет на льготных правовых условиях предпринимателям протестировать новые технологии, что тоже немаловажно. И условно регулятивные песочницы в мировой практике можно разделить на два вида. Первый вид — это так называемые финтех-песочницы или универсальные песочницы. Первые работают с цифровыми инновациями в финансовой сфере. Новые механизмы страхования, кредитования, финансового консультирования, также краудфандинга, цифровыми или мобильными банками, а также микрофинансовой деятельностью. Вторые, в свою очередь, они нацелены больше на широкий спектр цифровых инноваций, применяемых в реальном секторе экономики. Технологии больших данных, нейротехнологии, искусственный интеллект, системы распределенного реестра, также квантовые технологии. К ним можно причислить новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники, сенсорики, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальности. На данный же момент самым распространенным видом являются финтех-песочницы. Это объясняется как особенность предмета регулирования, то есть финансовая сфера, она традиционно является самой зарегулированной сферой экономики, так и динамикой развития финансовых технологий при значительной маржинальности финтех-технологий. Регулятивные песочницы целесообразно использовать для проработки механизмов и правил регулирования экономических процессов в рамках цифровых инициатив и проектов. Что касается практики в Кыргызской республике, то, согласуясь с мировой тенденцией, идеи регулятивные песочницы в Кыргызской республике вначале получили свое развитие под эгидой банковского регулятора. И только уже далее эта практика начала включаться в качестве инструмента для общих приоритетов развития. В Кыргызстане принципы и понятия регулятивной песочницы впервые были внедрены усилиями Национального банка Кыргызской республики, прежде всего для банковского сектора.
моменты. Например, в апреле 2020 года в закон Кыргызской Республики об инновационной деятельности были внесены изменения и дополнения, согласно которым особенности правоотношений и условия апробирования инновационных услуг, технологий в сфере предоставления банковских, платежных услуг в рамках специальных регулятивных режимов регулируются законом Кыргызской Республики о Национальном банке и о банках и банковской деятельности. В свою очередь, данный закон был дополнен главой «Специальные регулятивные режимы», которая предусматривает, что Национальный банк вправе устанавливать на определенный срок на отдельной или на всей территории Кыргызской Республики пилотное регулирование в рамках специального регулятивного режима. Это сделано в целях апробирования правового регулирования общественных отношений в сфере предоставления банковских платежных услуг, связанных с внедрением инновационных услуг и технологий. Под специальным регулятивным режимом здесь понимается совокупность правил, которые позволяют участникам, занимающимся внедрением инновационных услуг и технологий на рынке банковских и платежных услуг, апробировать их в ограниченной контролируемой среде, по территории, во времени, по количеству и объему операций и пользователей, ну и иное. Такая деятельность имеет целью ускорения ввода на рынок инновационных банковских операций и услуг, а осуществляется она на основе лицензии. Опыт регулятивной песочницы, он также нашел свое отражение в дальнейших стратегических документах Национального банка. Например, в направлениях развития банковской системы Кыргызской Республики на 2022-2025 годы было отмечено, что Национальный банк Кыргызстана продолжит работу по приему заявок от поставщиков финансовых услуг, которые ранее не были представлены в банковской и платежной системах Кыргызской Республики. Согласно Национальному банку, создание специальной регулятивной песочницы позволит банкам тестировать инновационные операции и услуги в безопасных условиях, выявлять их преимущества и недостатки, а также анализировать расходы и внедрять их уже с готовыми существующими бизнес-кейсами. Таким образом, Национальный банк сможет оценить риски и рассмотреть необходимость в изменении регулирования данных операций и услуг. Также в январе, кажется, 2022 года правительство Кыргызстана включило планы Национального банка в план мероприятий по цифровизации, управления и развития цифровой инфраструктуры в Кыргызской Республике уже на 2022-2023 годы. И Национальному банку была поручена разработка механизмов по реализации мер по стимулированию развития цифрового рынка финансовых услуг, включая туда механизмы регулятивных песочниц. Дополнительно ожидалось рассмотрение поступающих заявок на апробирование пилотных проектов по инновационным банковским и платежным услугам в рамках специальных регулятивных режимов и апробация пилотных проектов по инновационным банковским и платежным услугам уже в рамках специальных регулятивных режимов. И вслед за инициативами для банковского сектора Кыргызская Республика начала обращать внимание на общее применение методов регулятивной песочницы. Но следует отметить, что на текущей стадии эти действия они пока только начинают выстраивать правовую основу и еще не привели к рабочим проектам, запущенным по разработанным рамкам. Также следует отметить, что в январе 2021 года указом президента Кыргызской Республики о защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов было поручено провести регулятивную реформу с применением принципа умного регулирования и также механизма регуляторной песочницы, которая направлена на улучшение предпринимательской среды, в том числе на значительное снижение вмешательства государства в предпринимательскую деятельность. Также, кроме вышеуказанных документов, которые были мною озвучены, опосредованное влияние на применение специальных режимов регулирования может иметь указ президента, кажется, от апреля 2021 года, в соответствии с которым уже была утверждена концепция развития креативной экономики в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы. И целью данной концепции как раз-таки является создание благоприятных условий для развития креативной экономики, увеличение вклада креативных индустрий в отечественную экономику посредством формирования комплексной государственной политики.
Также, согласно концепции, сектор креативных индустрий в стране призван стать, так сказать, акселератором предпринимательской деятельности с высокой добавочной стоимостью и высоким экономическим эффектом. А это рационализирует капиталовложения, расширит экспортные возможности и обеспечит прирост занятости. Креативная экономика по замыслу власти в будущем должна стать толчком для стимулирования инноваций, увеличения инвестиционной привлекательности и снизить зависимость национальной экономики от секторов горнодобывающей промышленности, денежных переводов мигрантов. То есть можно предположить, что дальнейшие усилия в этом направлении, они помогут вынести на повестку дня закон об экспериментальных правовых режимах. Также хочу отметить, что наряду с внутренними инициативами на уровне Евразийского экономического союза также предпринимаются попытки ввести институт регулятивных песочниц. В настоящее время Еврокомиссия она стремится выполнить поручение о разработке совместно с правительствами государств-членов ЕС проекта концепции применения специальных вот таких вот режимов. И таким образом необходимость внедрения специальных правовых режимов в Кыргызской республике в определенном смысле она предопределена участием Кабинета министров страны в выработке коллективных решений в этой сфере уже на уровне ЕС. Также внутри членов стран ЕС также идут активные процессы по использованию подхода регулятивной песочницы. Рекомендации для Кыргызской республики. Таким образом, необходимо учитывать уже, пусть и небольшую, но наработанную практику в банковской сфере Кыргызской республики по специальным регулятивным режимам, также растущую готовность к использованию инструмента песочниц для общих целей развития, вовлеченность Кыргызстана в разработку решений по подготовке предложений по регулятивным песочницам на площадках ЕС. Однако при подготовке конкретных проектов нормативных правовых актов следует с крайней осторожностью и предусмотрительностью рассчитать риски, принимая во внимание специфичность нормативно-правовой системы, социально-экономических реалий Кыргызской республики. С учетом текущей ситуации при разработке цифрового кодекса, при разработке НПА мы применяли следующие наблюдения и рекомендации. Первое – это то, что регуляторные песочницы они требуют высокого уровня подготовки и слаженной координации всех участников. Прежде всего, они могут потребовать времени и уровня квалификации регулятора, необходимые для определения планов тестирования и показателей производительности, оценки сложных инноваций и претендентов-новаторов в ходе проведения уже индивидуальных оценок. Также необходимо четко определить ресурсы для контроля участников в каждой конкретной песочнице. То есть это потребует дополнительного персонала и временных обязательств, которые должны предоставлять регулирующие органы. Также песочницы призваны способствовать более открытому общению между регулирующими органами и новаторами, что может производить взаимовыгодный опыт обучения. Но у регулирующих органов может не хватать необходимого опыта такого взаимодействия, чтобы в целом была возможность понять и оценить сложную природу инновации, особенно с учетом более низкого уровня сложности рынка Кыргызстана. Также необходимо оставаться в курсе его быстрых темпов и вносить изменения. Хотя песочницы вызвали и вызывают значительный интерес и энтузиазм, они являются лишь одним из нескольких подходов к регулированию и не всегда являются оптимальным решением. Возможно, потребуется реформа нормативно-правовой базы для устранения негибкости и несовместимости регулирования, которые могут помешать эффективности и успеху песочницы. Меньшие по размеру и менее развитые рынки, то есть рынки развивающихся стран, они часто создают фундаментальные проблемы. К таким могут относиться ограниченные местные ресурсы, например, такие как доступность капитала и человеческих ресурсов, удаленность от ресурсов и недостаточные кадровые резервы, ограниченная инфраструктура тоже может послужить проблемой и неоптимальные рыночные условия.
Хозяйственная деятельность местных песочниц, она также ограничена внутренними границами, и достижение достаточной экономии за счет масштаба для долгосрочной жизнеспособности может показаться сложной задачей. Такие риски, они снижают привлекательность инноваций и возможности для прямых и местных иностранных инвестиций. Кроме того, структуры и регулирования, которые ограничивают транзакции физическими границами, они могут задушить создание трансграничной деятельности и безграничный характер финансовых технологий, который в свою очередь способен обеспечить необходимую и очень выгодную экономию за счет масштаба. Помимо этого, необходимо стремление к снижению рисков. То есть участники песочницы, они должны нести ответственность за управление своими делами, такими как обеспечение достаточного финансирования, финансовых счетов в банках и финансовых учреждениях, также получение доступа к данным. Эти задачи, они могут оказаться сложными для новаторов, включая тех, кто обслуживается или работает в Кыргызстане, или обслуживает. Кроме того, поскольку подробности соглашения об участии песочницы, как правило, не обнародуются и часто подпадают под действие соглашений о конфиденциальности, следует проявлять осторожность, чтобы не вызвать негативного общественного мнения. Это немаловажно с учетом общественного восприятия уровня и рисков коррупции в нашей стране. Участники, допущенные в песочницу, они могут получить преимущество от особого статуса по сравнению с другими за счет смягчения правил и общения с регулирующим органом. Определенные кандидаты могут быть приняты в песочницу при неправомерном лоббировании, и вероятность таких действий, она полностью не исключена. Успешность внедрения экспериментальных правовых режимов, она зависит от множества факторов. И имеющиеся обзоры по ограниченному опыту применения песочниц, она содержит обобщенные выводы о том, что проблемы регуляторного потенциала в развивающихся странах, они имеют свои особенности. Наибольшую же выгоду регуляторные песочницы приносят для стран с развитой правовой системой, устоявшейся правовой культурой, традиционно партнерскими отношениями между контролирующими органами и бизнесом. В то же время не нужно забывать, что в тех странах, где эти факторы отличаются, регуляторные песочницы, они как раз-таки могут дать импульс к опережающему развитию. Но при этом необходимо учитывать уровень зрелости государственных институтов, призванных обеспечивать справедливую политику, регулирование и ограничений, а также институтов гражданского общества в обеспечении общественного контроля за процессом осуществления реформ. При работе над созданием цифрового кодекса Кыргызской Республики и в целом разработкой проектов нормативно-правовых актов о регулятивной песочнице в нашей стране мы обращали внимание на имеющиеся вышеуказанные особенности и риски, которые будут сопровождать как процессы разработки, рассмотрения, так и принятия соответствующих проектов, так и последующую их реализацию на практике. В Цифровом кодексе Кыргызской Республики содержится отдельная глава о специальном регулировании в цифровой среде, в которой указаны цели и принципы специального регулирования. Среди них основные цели — это такие, как выработка передовых форм, методов и способов осуществления экономической и социальной деятельности, безопасное тестирование цифровых инноваций в реальных условиях, улучшение качества и доступности объектов правоотношений в существующей цифровой среде. Также стимулирование добросовестной конкуренции, что тоже немаловажно. Привлечение инвестиций в цифровую экономику, повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления. Специальное регулирование, оно не может вводиться для отношений, не связанных с цифровой средой. Это обязательно следует отметить. То есть оно не может освобождать от обязанности по уплате налогов или по возмещению причиненного вреда. Каким образом происходит введение специального регулирования, также указано в проекте Цифрового кодекса. Помимо этого указано применение специального регулирования, процесс его изменения и уже, соответственно, завершения.